Завершается 10-й этап республиканской акции «Путь к дому». И у нас следующие итоги. Обратились 64 человека, за восстановлением документов, а именно паспорта 14. И уже более 10 человек уже получили, остальные сейчас находятся на оформлении. Со стороны отделения пенсионного фонда мы увидели высокую потребность наших граждан в получении услуг по пенсионным своим делам. И практически многие получили консультации, 2 человека уже оформили СНИЛС. И с одной гражданкой мы провели выездной прием, поехали в отделение пенсионного фонда по городу Якутску, и уже она оформила заявление на назначение пенсии. Сегодня поехала в банк для оформления карты МИР, и в течение 10 рабочих дней, как вот и в эти дни должен прийти ответ от органов ЗАГС, гражданка получит свою первую пенсию. Вот. Также у нас активны по-прежнему фтизиатры, поэтому у нас фтизиатрическая служба прошли практически ФЛГ 59 человек, из них 16 положительных и 5 на подозрение с туберкулезом. Они все взяты на медицинский контроль врачей-фтизиатров, которые, конечно, по-прежнему они очень опытны и свою работу выполняют добросовестно. В КВД у нас участвуют активно на этой акции, то есть второй раз у нас Кошлин-диспансер принимает участие при личной поддержке главного врача данного диспансера. Обратились 41 человек. И данные у нас центра СПИД Якутского республиканского кожно-венерологического диспансера всего 50 человек, и выявлены потом дальше еще будут проходить лечение отдельные случаи заболеваний сифилисом, гепатитом Б и гепатитом С. То есть на сегодня, конечно, мы видим, что данная группа, она нуждается в очень серьезном медицинском лечении. Также силами медицинского центра работали сегодня города Якутска, работали врачи, терапевты. Терапевты наблюдают у многих пониженное давление, что обусловлено недостаточным питанием. Поэтому, конечно, уже 10-я акция показывает, участие бизнес-сообщества вообще-то оправдано и востребовано. Организация горячего питания, горячего чая, тут же непосредственно, когда наши граждане проходят медицинскую помощь, получают, потому что их обследуют, у них оказывают консультацию, кого-то уже на месте тут госпитализировали, кому действительно нужны медицинские показания, и обязательно горячее питание, как я уже говорила, это ИП Рахматов, торговый центр Хотей, это кафе Сивара у нас уже традиционно принимает участие на данной акции как в качестве социального партнера. По линии нарколога обследовано 42 человека, из них нарколог выписала 9 направления на дальнейшее лечение. И надо отметить, что вообще данное оказание медицинской помощи и других оказывается исключительно на добровольных началах. У нас сегодня работали социально ориентированные некоммерческие организации и отделение социальной адаптации ТИРЭХ. Вот они, предлагали сегодня свои тоже услуги, и на ТИРЭХ согласились 5 человек, линия жизни 2 человека и Алмаз 2 человека. Но у нас еще акция не завершена. И надо отметить, что, как говорят сами граждане, пока тепло, имеют возможность ездить в районы, иногда бывает у своих знакомых, у своих родственников. К сожалению, некоторые не хотят пока сейчас теплое время года уходить с улиц, но тем не менее мы не должны останавливать свою работу, потому что путем тоже убеждения, индивидуальной работы с гражданами. Сегодня работали очень серьезным образом психологи. Мы очень благодарны и врачебному сообществу, и нашим социально ориентированным некоммерческим организациям, психологам, которые умеют найти подход к гражданам и дать какой-то толчок в правильное направление. Почему я это говорю? Потому что в этом году у нас нету, а в прошлом году были 2 беременные женщины, с которыми очень тонко поработали психологи, и удалось их убедить вернуться к своим родителям. И они сейчас живут, все с ними хорошо. И родили, как говорится, и в нормальном здравии сейчас. Также у нас очень серьезная группа есть, когда граждане приходят, сразу есть группа регистрации. Поэтому я особенно хотела бы подчеркнуть, что у нас новинка данного 10-го этапа акции. Приняли участие Конституционный совет. Это новый орган Якутии, который был образован в результате
одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. Сегодня аппарат, вот, лицей юристов сегодня очень уже добросовестно работают в этой акции. И также работают юристы управления Министерства юстиции России по Республике Саха-Якутия, и также сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний ведут регистрацию. То есть у нас проводится системный работа по учету бездомных. И если мы посмотрим статистику акций 1 по 9, то к нам обратились более 770 человек. Из них результативность какая? Более 100 изъявили желание вернуться в нормальную жизнь. То есть были трудоустроены, определены в КИРЭК, определены в социально ориентированные НКО, отдельные уже вернулись в районы, в свои семьи, к своим родным и близким. Ну, конечно, мы понимаем, что от районов требуется уже дальнейшее сопровождение данной реабилитации. Поэтому мы говорим о том, что все-таки высок общественный спрос на принятие законопроекта, на ускорение принятия законопроекта, который вот бы уже легализовал вот те механизмы, которые мы вместе с коллегами, это огромная дружная работа, командой, которая работает во исполнении поручения главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева о том, что помощь государства должна доходить до каждого человека. Эти вот конкретные реальные механизмы по оказанию помощи гражданам в трудной жизненной ситуации, они бы могли помочь. Потому как мы все равно видим, к сожалению, что есть люди, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, оказываются в социально опасном положении. И им по-прежнему вот такая нужна помощь. Ну, на ваш взгляд, сегодня, в отличие 9 акций, насколько люди нашли, сработались, так скажем? Вообще потребность в организации акции изъявляли Центр СПИД, наше врачебное сообщество, неравнодушные граждане и Министерство внутренних дел. И в этом году впервые вот проведение, масштабирование этого мероприятия поддержала Общественная палата Якутии. Поэтому, как я сказала, уже с приходом и вовлечением новых участников акции, это как Конституционный совет, управление Минюста, последние 2 акции, это отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия, говорит о том, что есть определенная заинтересованность и слаженность работ не только региональных и республиканских структур местного самоуправления, но и федеральных территориальных структур. Поэтому мы видим такой достаточно высокий уровень межведомственного взаимодействия. А с точки зрения граждан, мы увидели, что граждане в какой-то степени даже, вот многие ко мне подходили, говорили, что ждали этой акции. Есть отдельные люди, которые уже нашли место, вот, ну, один человек, да, и он буквально вот пришел, понимаете, поэтому или интересуется, или слышали через епархию, вот епархия у нас традиционно принимает участие, тоже через них информация идет. Поэтому узнаваемость этой акции и то, что запрос со стороны гражданского общества власти слышат, вот это мы увидели, что все-таки конкретная работа в интересах конкретного человека, она поддерживается обществом, населением нашей республики. Спасибо, Сардана Михайловна. Спасибо. С нами был уполномоченный по правам в Якутии Сардана Михайловна Гурьева. Ну, а мы, наверное, попрощаемся и скажем, если вы хотите более подробно узнать об итогах акции, смотрите СМИ или узнайте все на сайте уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия. А с вами был Олег Жилнин, журналист, телеканал Округ ТВ.